Добрый день, уважаемые подписчики, вы на канале Красный Коннект, и с вами я, политолог Андрей Данилов. Рад вас видеть, и в принципе у нас завершается очень политически активный год, весьма продуктивный для всех политических партий, в том числе и для нашей коммунистической партии. Мы многое узнали, многое поняли, как говорят в Южном парке, но перед этим я, как всегда, скажу: подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. В общем, вся эта бредятина, которую говорят блогеры. Но начнем с самой жаркой темы, которая у нас образовалась, так сказать, недавно. Это выборы в Чурапчинском районе. Что нам показали выборы в Чурапче? Прежде всего, это административный ресурс. Как бы мы ни хотели, что бы мы ни говорили, он все равно работает. К сожалению, да. Но в то же время это показывает другую тенденцию. Административный ресурс, так же как и на выборах в Госдуму, не отрабатывает полностью и не дает стопроцентной гарантии, потому что если приплюсовать результаты Николая Николаевича и кандидата от так называемых новых людей, то мы получим весьма весомый результат за оппозицию, который вполне мог бы тягаться, скажем, с чистым результатом Единой России, а не будь так называемого административного ресурса, давления и, я бы сказал, прям беспрецедентного потока лжи, наглых переворачиваний фактов и прочей лабуды буквально в интернете, которые были завалены в WhatsApp, Instagram, другие социальные сети, где пытались всячески очернить друг друга кандидаты и нашего кандидата в том числе. Это вполне себе закономерный итог того, что партия власти на сегодняшний день не вывозит выборы без так называемого административного ресурса и пытается играть на том, что уже давным-давно устарело со времен 85-го года или даже 91-го. Пытаются создать миф о том, что в коммунистической партии одни старики. Да, вот я сижу, человек 80 лет, вот наш оператор тоже очень старый дядечка. И все остальные комсомольцы, которых у нас и пионеры, и молодые коммунисты до 35, до 45, скажем, лет по закону как бы Российской Федерации до 35 лет молодежь, а по ВОЗу до 45. Поэтому это все, как говорится, мифы, которые нам пытаются навязать. Еще такие мифы, которые использовались, как говорится, что мы не выбираем партию, мы выбираем конкретно управленца для нашего района. Ну, с одной стороны, это легко ложится на душу нашего избирателя, но здесь мы видим некое, скажем так, недоговаривание, как помните в том меме. Ну, допустим, вранья не было, но мы немножко не договаривали. Тут смотрите. Политические партии выдвигают кандидатов, которые идут на выборы. Поэтому здесь мы никак не можем отойти от партийности. Политические партии выдвигают кандидата, исходя из поддержки своей программы. Здесь мы никак, опять же, не можем отойти от нашей партийности. И осуществление политики в рамках именно этой программы, поддержки этой программы, скроется за любым кандидатом. Даже за кандидатом-самовыдвиженцем, так как он все равно рано или поздно присоединяется к какой-либо политической силе, вступает в договоренности. Это банально политика. Искусство политики. Об этом еще Макиавелли писал, черт возьми. И если углубляться далее, то этот миф на самом деле легко ложился, с одной стороны, на избирателей, но итоги выборов показали, что тут именно идет противостояние на уровне все равно политических партий по одной простой причине. Потому что абсолютно, скажем так, абсолютной поддержки Единая Россия не добилась, как это было ранее, когда они в 2007 году, в 2008 году запихивали в свои списки, скажем так, кандидатов, певцов, спортсменов, всяких знаменитостей и протаскивали.
например, в Госдуму ту же самую. Этого уже не случается. По одной простой причине: народ перестал доверять. И если мы вспомним, в конце концов, на актуальные темы, связанные с вакциной и QR-кодами, то даже несмотря на то, что она безопасна, люди просто не доверяют власти и не хотят введения каких-то мер, обязательностей и всего прочего. То есть мы видим, что доверие к власти из-за ее несменяемости, из-за того, что люди сидят уже по 20-30 или и того больше лет в одном кресле, становится все хуже. То есть они обещают, просят снизить цены, говорят о том, что вот, мы создадим рабочие места, этого не случается. И люди видят, и люди видят это в том числе на местах. И еще одна вещь, с которой мы столкнулись на выборах, это было очень интересное такое явление, называется, волокита, по-простому, по-русски. Это когда ты звонишь, договариваешься о встрече, встречу отменяешь, ты уже говоришь своим, что отменили, и потом тебе разрешают. И в итоге из-за этой чехарды на встречу не приходят люди. Или приходит гораздо меньшее число, чем должно было прийти по факту. И с этим мы столкнулись довольно-таки повсеместно. Что на самом деле показывает то, что власть любит играть в такие, скажем так, мелкие игры, типа, хотя бы так подгадим на уровне встреч. То есть, но благодаря все-таки законодательству и тому, что оно хоть худо-бедно как у нас соблюдается, благодаря территориальной избирательной комиссии мы все-таки добивались того, что были организованы встречи. Еще скажу коротко о том, что я уже затронул, это о грязных технологиях. Это были беспрецедентные выборы, где всякие разные тролли, прочие проплаченные паблики и искусственно созданные с подписками и с подписчиками из других этих самых районов, регионов и даже стран. В принципе, были организованы, где крутили всякий бред относительно друг друга кандидаты. Если соревнование политическое, как политические выборы, было бы честным, и не использовались бы эти технологии, то, естественно, результат был бы совсем другим, потому что все-таки грязные технологии какой-то процент отметают. На фоне всего этого почему-то не было видно тех, кто позиционирует себя оппозиционерами прям очень ярко. Я помню, как в начале года, коротко перейдем тогда к подведению итогов года, как били себя пяткой в грудь некоторые политические партии, которые сейчас полностью поддерживают линию Единой России в Госдуме и всегда поддерживали здесь и на региональном уровне, о том, что вот мы оппозиция, мы объединились, у нас тут есть свой кандидат, объединяйтесь вокруг него, там и прочее, и пытались выставить себя, но они не выставили здесь, на этих выборах, даже своего, черт возьми, кандидата. Как это понимать? Вполне себе или холодный душ в виде думских выборов на них подействовал настолько, что оказывается, у них поддержки нет, и они вообще никоим образом не консолидируют оппозицию. В то время как коммунисты все-таки показали положительный результат. И почему-то, еще раз подчеркну, наших кандидатов все время пытаются снять, наших кандидатов все время пытаются не зарегистрировать или снять по каким-то юридическим закорючкам. Это очень интересный момент. А их кандидатов чаще всего пропускают, они делают вид, что тоже борются, так сказать, за кресло. Чтобы банально выборы состоялись, чтобы нельзя было сорвать выборы. Если два кандидата осталось, один снимается, остается только один, и все. Никаких выборов больше не будет. Придется переназначать. Да, и использовались технические кандидаты. Этому стоит учиться. Это, в конце концов, политтехнологический процесс. Возможно, стоило бы выдвигать нам из своих технических кандидатов. Это, как говорится, на усмотрение. Такой особой роли они не играют в то же время, но всячески на судах, на жалобах, как это делали против нас, это все играет. Идем дальше. Подводя итоги года, мы прошли через 3 большие выборные кампании. Именно Якутский риском, Компартии и организация «Союзники», как Комсомол, Дети войны и все остальные наши друзья,
типа ДЗНС и других движений союзников. Это думские выборы, о которых я уже говорил, выборы, которые были в феврале-марте, это выборы главы Якутска и вот Чурапчинская и Мирнинская кампании. Коротким итогом для Якутии является то, что сколько бы вы, уважаемые власти, министров не привозили, сколько бы вы не пытались всячески дискредитировать коммунистическую идею, у вас это не очень получается. Прежде всего из-за того, что вы свои обещания не выполняете, не занимаетесь тем, что называется защитой интересов народа. В конце концов, по факту мы видим то, что все обещания тех, кто выигрывает выборы, обычно не сбываются. И даже наш президент тому, к сожалению, подтверждение, который говорил, что пенсионной реформы не будет, пока он президент, но он президент, и пенсионная реформа произошла, как говорится. Далеко ходить за примерами не надо. Конечно, думские выборы, там... Давайте начнем все-таки с городских выборов. Городские выборы это был такой разминочный момент, где партии действительно попробовали свои политические силы, мобилизовали своих сторонников, пытались играть с оппозиционным электоратом, делали хорошую мину при плохой игре, но при том, при всем мы открыто видели, какой уровень поддержки населения, скажем, у оппозиционных сил, и кто бы мог действительно его мобилизовать, и кто потом как поступал, естественно. Но, к сожалению, уже к концу года мы вывели закономерный итог, что на самом деле все-таки население идет за Компартией, за коммунистами. Тем более на носу столетие Якутской СССР, где Максим Кирыч Амосов, Исидор Барахов и все остальные, Платон Аюнский, наши отцы-основатели, на американский манер как-то сказано, на основатели, давайте просто нашей республики, скажем, были все-таки большевиками, коммунистами и придерживались идей социальной справедливости, братства народов и никакого-либо там национализма, который пытаются искусственно создать, к сожалению, у нас. И так как это все-таки порождение капитализма, живем мы при капитализме. Вот. И на сегодня доверие к коммунистам возросло за этот год в целом. Это, скажем так, положительный итог. И главная задача для левых сил, сторонников левых идей, для всего блока, который участвовал в этом году на выборах разных уровней в республике, это не потерять, сохранить и прежде всего приумножить уровень поддержки народа. И я думаю, в принципе, это осуществимая задача. За этот год мы освоили множество технологий, в том числе довольно сильно развился наш канал Красный Коннект. По крайней мере, видео выходят теперь регулярно, и просмотры имеются, информация идет. Наши старшие товарищи и молодые вполне себе открыто высказывают свое мнение, что формируется знание у населения. И это, я считаю, краеугольный камень, как 100 лет назад Владимир Ильич Ленин, наш уважаемый, открыл печать газеты «Искра», газеты революционеров в то время, так сказать, открыл массовый блогинг, где периодически критиковал действующий режим и в то же время критиковал своих оппонентов, своих сторонников и вел живую беседу. На сегодня это интернет, поэтому особое внимание стоит нашим сторонникам все равно уделять работе в интернете. Но, к сожалению, власть и это хочет ограничить, потому что с каждым днем закручиваются гайки все сильнее. С одной стороны, да, не будут распространяться какие-то вредные идеи, связанные с экстремизмом и терроризмом, но кто знает, это ведь может быть направлено и против нас в том числе. Скажут, ну вот у вас там коммунисты, вы там призываете на выборах голосовать там, или там не голосовать за кого-то. Вот скажут, это вот у вас так под экстремизм постараются подвести, потому что, к сожалению, закон у нас повернуть можно в разные стороны. Поэтому, уважаемые сторонники, будьте очень внимательны о том, что когда пишете, говорите, работаете и действуете в интернете, учитесь этому. В принципе, я думаю,
только благодаря развитию новых технологий мы можем донести наше слово. И, кстати, в этом наш плюс. И наши подписчики, наши уважаемые сторонники, они живые люди, комментируют, стараются принимать участие, а не боты, которые проплачены и действуют по одной и той же, скажем так, методичке, и комментарии получаются одни и те же. Поэтому, коротко подводя такие небольшие политические итоги, может быть, мы сделаем еще более глобальный обзор на все это. Посмотрим от вашей реакции, естественно. Комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, колокольчики. И с вами был Андрей Данилов, студия Красный Коннект. До встречи!